шатре Рамадана на Поклонной горе 18 марта прошел ифтар от имени Республики Татарстан, на который собрались российские государственные деятели, представители татарской общины столицы и послы мусульманских стран. Почетными гостями вечера стали раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Муфти шейх Равиль Гайнуддин посвятил выступление памяти защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны, а также напомнил об 11-й годовщине подписания договора о принятии Крыма в состав Российской Федерации и выразил признательность правительству России за развитие полуострова. Гуманитарная миссия ДумРФ во главе с заместителем председателя Рафиком Фатахидиновым 18-19 марта доставила в Донецкую и Луганскую народную республики несколько тонн продуктов в помощь российским военным в рамках акции «Рамадан Керим». В Мариуполе в день республиканского ифтара ДНР помощь передали в пользу танкового батальона. Рафик Фатахидинов вручил бойцам медали мусульман России за духовное единение. 19 марта делегация ДумРФ доставила 4 тонны продуктов в реабилитационно-восстановительный центр УРЗУС Министерства обороны России. Туда же передали подарок на Рамадан мусульманам на лечение от муфтия Гайнуддина михраб и минбар для мечети, открытый месяц назад на территории центра. В Общественной палате России 21 марта состоялась церемония награждения государственными и общественными наградами. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков вручил первому заместителю председателя ДумРФ муфтию Дамиру Мухиддину благодарственное письмо, подписанное президентом России за реализацию социально значимых проектов. Научные чтения имени академика Крачковского впервые прошли в историческом здании Российской национальной библиотеки. Ученые из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Махачкалы и Оренбурга обсуждали наследие выдающегося ученого в контексте актуальных исследований востоковедения, арабистики и исламоведения. Мероприятие организовала РНБ совместно с Московским исламским институтом. Участники чтений также почтили память Игнатия Крачковского, посетив его могилу. Московский исламский институт получил право на подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре еще по 2 научным специальностям – теоретическая и практическая теология. А 20 марта вуз провел межрелигиозный круглый стол о сохранении исторической памяти и идентичности, приуроченный к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Первый заместитель председателя ДумРФ Дамир Мухиддинов провел беседу с личным составом специального моторизованного полка Южного округа Росгвардии на тему межнациональной и межрелигиозной сплоченности. В завершении лекции участники высадили деревья на территории воинской части ко Дню войск Национальной гвардии.